На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Коротко о главном. Джансух Адлиба продолжит голодовку. 23 июня на площади Свободы в Сухуми собрались граждане в поддержку акции. Обменялись мнениями по ряду вопросов международной политики. Аслан Джания принял Сергея Бабурина. Апсора – морально-этический кодекс абхазского народа, его настоящее и будущее. Тема круглого стола в Абиги. 23 июня на площади Свободы в Сухуми собрались граждане в поддержку акции Джансуха Адлиба. Он уже 12 дней голодает, требуя возвращения цены на топливо к прошлогодним показателям. По требованиям за снижение цен на топливо свою подпись поставили уже более 7 тысяч человек. Слово Надежде Боровиковой. 12 дней продолжается голодовка Джансуха Адлиба. Требование снизить цены на топливо своими подписями поддержали уже более 7 тысяч граждан Абхазии. За это время Джансух встречался с юристами, экспертами, побывал в кабинете министров, но объяснения руководства страны его не удовлетворили. Понимая то, что значит 2 юриста, 3 мнения, понимая то, что судебное разбирательство может длиться год, 2, 5, 10 лет, понимая то, что значит, мы живем в стране, значит, где не работают законы. За весь послевоенный период принято сотни законов. Понимая то, что ни один из них не работает, надеяться на то, что значит, законным путем, что можно чего-то добиться, мне не представляется это возможным. Понимая все это, значит, нахожусь здесь. И таких, как я, немало. 5500 подсчитано, но есть определенное количество, которое не подсчитано. Я думаю, около 7 тысяч. И это все те люди, которые согласны, да, с этими требованиями. В 12 часов на площади Свободы в поддержку требований Джансуха Адлиба стали собираться граждане. Их также не устраивает цена на бензин и объяснения исполнительной власти. Как я вижу ситуацию, наше правительство вместо того, чтобы защищать наши интересы, экономические интересы в том числе, занимается защитой интересов топливных компаний. Я здесь на этой акции нахожусь, потому что я полностью солидарен с Джансухом Адлиба и с его недовольством. У нас десятки тысяч людей, которые в нашей стране не зарабатывают деньги. Сейчас им приходится, там у нас и так почти на все виды товаров поднялись цены. И еще переплачивать за бензин, то есть получается платить деньги в карман топливных компаний, которые очевидно уже получают сверхприбыль с продажи топлива в Абхазии. Это уже всем очевидно. Я думаю, что порядка 10-15 рублей с литра, что в Абхазии вообще беспрецедентно. Вы переедете через границу и намного дешевле купите бензин. Бензин закупается в России. Они говорят о механизме демпфера. Механизм демпфера в данный момент не работает. То есть в России там это можно ознакомиться с указом о демпфере президента России. То есть механизма демпфера нету. Также в подтверждение моих слов есть заявление представителя Абхазтоп, где он говорил, что Абхазтоп может завозить бензин намного дешевле, чем сейчас завозится в страну. Просто у них нет возможности закупать этот бензин. Депутат парламента 6-го созыва Натали Смыр тоже пришла поддержать акцию Джансуха Адлиба. Ну, вообще, я считаю, что сегодня приход мой на площадь – это гражданская моя позиция. Но я считаю, что каждый должен был из жителей Абхазии, вообще из граждан Абхазии прийти сюда и поддержать Джансуха. Я не знаю, до каких пор мы так будем жить. Вообще, что хочет наш народ? Я в последнее время так часто этим вопросом задаюсь. Поддержать Джансуха они не хотят. Возмутиться по повышению стоимости на электроэнергию они не хотят. Значит, всех все устраивает. Но я хочу сказать, тогда, когда наступят сложные и тяжелые времена, я вас уверяю, в связи с поднятием цены, ведь это же не только будет цена на ГСМ, да, поднятие цены на ГСМ. Вот уже 70 копеек у нас электричество. Дальше у нас идет удорожание, пойдет транспорта, уже пошло, правильно? Продукты питания. Уровень зарплат у нас повышается. Наталья Смыр считает, что механизм регулирования, который применило правительство в отношении ценообразования на топливо, неудачный, а реакция парламента на поднятие тарифов на электроэнергию запоздала. Во-первых, прерогатива
прерогатива поднятия цены и регулирования цен. Там где-то я читала, что кабинет министров не регулирует. Неправда. Кабинет министров регулирует цены. Это его прерогатива. Установка предельных цены – это прерогатива кабинета министров. Они сейчас, новая у них там система увеличения с точки зрения маржи. Это тоже неверный подход. Это не быстрый регулятор. То есть она не дает возможность быстро регулировать на поднятие и снижение цены. Нужны другие рычаги. И это прерогатива исключительно кабинета министров. Парламент может рекомендовать. Он не может вмешиваться в работу кабинета министров, то, что возложено на кабинет министров. Но рекомендовать он обязан. Поднять 70 копеек. Почему до сих пор парламент, только вчера я услышала, что на сессии парламента они возмутились или там кто-то. Я не понимаю. Вот сейчас идет заседание. Это, знаете, на охоту или собак кормить. 1 июля завтра, образно говоря, вот сейчас реагируете. Это постановление надо было отозвать сразу. Джансух Адлейба обратился к главе правительства, премьер-министру Александру Анкваб, с приглашением прийти на площадь Свободы и поговорить с собравшимися людьми. Уважаемый премьер-министр Александр Золотинскович Анкваб, как вы знаете, у меня было к вам требование, которое длится 12-е сутки. Мое требование переросло в массовое требование. Вот здесь собралось общество, граждане Абхазии, которые хотят услышать вас. Мы вас ждем в 5 часов для того, чтобы вы смогли рассеять наши сомнения. Акцию протеста Джансуха Адлейба поддержали политические партии, общественные организации, простые граждане. Многие не верят в объяснение правительства о том, как формируется цена на топливо, усматривают в сложившейся ситуации аферу и сговор. Надежда Боровикова, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Около 17 часов 23 июня премьер-министр Александр Анкваб вышел к протестующим на площади Свободы и ответил на вопросы о причинах повышения цен на топливо. Сейчас нет одного поставщика топлива в Абхазии, их несколько. Главенствующую роль в поставке нефтепродуктов играет РН Роснефть, с которой мы заключили контракты в 2010 году. С 2010 года Роснефть ничего плохого в Абхазии не сделала. Компания заплатила в бюджет Абхазии чуть больше миллиарда рублей. И эта работа сегодня продолжается. Появление других участников, да, мы же открыто разговариваем, правильно? Уйоми, Гуартыла Хамсавжевой, подорожник. У нас цены начали расти тогда, когда подорожник еще не продал ни 1 литра. И подорожник не может диктовать никому свои условия. На сегодняшний день он завозит 5% от 100% топлива в Абхазию. Самый крупный поставщик – Роснефть, потом Азит, потом Алхан. На самом последнем месте находится подорожник. Вы же хотите знать, услышать от меня, я имею какое-либо отношение к этим заправкам? Нет. И никогда не имел. Так как Россия нам санкции не накладывала, если бы такое произошло бы, мы бы все об этом услышали бы. Если бы был расторгнут договор, либо соглашение о беспошлинной торговле, мы бы были бы об этом осведомлены. Если бы отменены были бы квоты, мы бы об этом тоже услышали бы. Так как мы топливо не завозим с другого континента, так как топливо завозится с Российской Федерации, возникает вопрос, по какой причине материально-социально необеспеченные наши граждане, легко уязвимые, находятся в такой ситуации. Бюджет каждого гражданина нашей страны стремительно сужается, что вызывает большую озабоченность. Мое требование за 12 суток переросло в массовое. Все эти люди вышли сегодня в поддержку данной акции. Как нам быть? Так особо. Все, что происходит сейчас,
это является предметом заботы руководства Абхазии. В руководстве Абхазии во всех структурах нет ни одного человека, который заинтересован в повышении цен на что-либо, в том числе на топливо. Повышение цен начались еще в прошлом году на продукты, на рис, на гречку, на картошку, на зелень, на лук, на многое-многое другое. И тогда не было в Абхазии повышенных цен на топливо. И это не результат, это не абхазское производство. Не здесь мы сочинили, мы об этом скажем чуть позже. Дело в том, что мы очень зависимы от рынка вообще. Александр Золотинскович, вы нас не смогли переубедить. Данная акция продолжается. Так закончил почти двухчасовой разговор с премьер-министром Александром Анкваб Джансух Адлейба, который 12 дней ведет одиночную голодовку на площади Свободы с требованием понижения цены на топливо. После выпуска новостей смотрите в нашем эфире видео с площади Свободы, рубрика «Без комментариев». Официальная хроника. Президент Аслан Бжани встретился с российским политическим деятелем, кавалером ордена Акцепша, почетным гражданином республики, профессором Сергеем Бабуриным. Глава государства поздравил Сергея Бабурина с избранием иностранным членом Академии наук Абхазии и подчеркнул, что в республике помнят заслуги российского политика. Сергей Бабурин поблагодарил президента за встречу. Он рассказал, что в этом году исполняется 30 лет с тех пор, как он впервые побывал в Абхазии. Российский политический деятель рассказал о том, что не был в республике с 2011 года, и его радует развитие в республике социальной инфраструктуры. Бжани и Бабурин обменялись мнениями по ряду вопросов международной политики, и Сергей Бабурин преподнес главе государства памятные подарки, сообщает пресс-служба президента. Наконец я имею возможность поздравить вас еще с избранием. Мы не виделись с тех самых. Спасибо. Прошу вас. Еще раз добро пожаловать в Абхазию. Вас в Абхазии очень хорошо знают. Помнят те времена, когда голос Абхазии отождествлялся с вашим именем. Вы были одним из тех, которые на всех площадках Российской Федерации, тогда, когда не было принято говорить о проблемах Абхазии громко, вы об этом говорили, мы это помним, и благодарим вас за ту поддержку неизменную, которую вы нам оказывали на протяжении длительного времени. Поэтому вы для нас желанный гость. Мы вам за это благодарны, и вы всегда можете рассчитывать на то, что в Абхазии вам всегда будут рады. Через каких-то 1,5 месяца будет 30 лет, как я впервые вступил на абхазскую землю. Это был август 1992 года. И действительно, имя Абхазии впервые с трибуны Совета Европы мне довелось произнести вот в конце 1992 года на первой же сессии. Когда я показал вот эти игольчатые иглы, сказал об агрессии Грузии, и это для многих европейских депутатов это все было впервые, потому что ведь они очень предвзято всегда смотрели на все, что происходило на постсоветском пространстве. И то, что они применяют это против абхазов, против народа, это не очень было для них комфортно. И сейчас, конечно, вот я могу выразить свое чувство радости. Вот мы ехали когда из аэропорта, приятно было видеть много новых объектов.
Спикер Народного собрания Лаша Ашуба провел встречу с известным российским политическим и общественным деятелем, кавалером ордена Акцепша, депутатом Госдумы России 1, 2 и 4 созывов Сергеем Бабуриным. Во встрече также принял участие заместитель спикера Астамур Ашуба. Спикер поздравил Сергея Бабурина с избранием иностранным членом Академии наук Абхазии по отделению гуманитарных, социальных и общественных наук. В ходе теплой беседы Лаша Ашуба отметил большой вклад Сергея Бабурина в развитие отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерации и его роль в укреплении двусторонних межпарламентских связей. Последствия стихии. Минувшей ночью сильный ливень стал причиной подтоплений частных домовладений в Очимчире. Уровень воды местами доходил до полуметра. Городские ливневки не справлялись с огромным потоком воды. Первый выезд спасателей на откачку зафиксирован в 1:04. Личный состав ПСО города Очимчира работал всю ночь и продолжает работу в безостановочном режиме. К 11 часам утра помощь была оказана около 20 домовладениям. Об этом сообщает МЧС республики. Информация правоохранителей. Гагарский суд приговорил Батала Кове к 9 годам лишения свободы и штрафу 400 тысяч рублей. Он обвиняется в сбыте наркотиков в крупном размере. Сторона защиты просила полностью оправдать осужденного обвинения, пожизненное заключение и конфискацию имущества. Изначально Кове проходил по более тяжкой статье «Сбыт наркотиков в особо крупном размере». В его доме нашли еще 18,5 граммов запрещенных веществ. Но суд посчитал, что обыск был проведен с нарушением законодательства. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры. 23 июня Сухумский городской суд по результатам рассмотрения материалов уголовного дела в отношении жителя города Георгиевск Ставропольского края Батиева Вадима Александровича и уроженки города Новокубанска Краснодарского края Синельниковой Елены Витальевны, обвиняемых в незаконном сбытии наркотических веществ метадон в особо крупном размере, вынес обвинительный приговор, согласно которому Батиев признан виновным по пункту В части 3 статьи 224 и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей в доход государства. Синельникова признана виновной по пункту В части 3 статьи 224 и приговорена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 800 тысяч. Апсуара – морально-этический кодекс абхазского народа, его настоящее и будущее. Тема круглого стола, который состоялся в Абхазском институте гуманитарных исследований. Основными спикерами стали научные сотрудники АБИГИ, лингвисты, представители Совета старейшин, представители общественности и политики. Об основных мыслях и проблемах в данном вопросе Анастасия Никонова. Перед началом работы круглого стола директор АБИГИ Ардашуба попросил присутствующих почтить память старшего научного сотрудника отдела археологии Абхазского госмузея, кандидата исторических наук Валентина Нюшкова, который ушел из жизни 20 июня. Тема круглого стола на площадке Абхазского института гуманитарных исследований «Апсуара. Морально-этический кодекс абхазского народа. Его настоящее и будущее». Директор АБИГИ Ардашуба в выступлении отметил, что одной встречи столь важную тему, безусловно, не обсудить. Этот круглый стол станет первым шагом в данном направлении. Изеичи хаваз, изахдзаваз, шарвешла ирхчос. Хапсад кил хабезфя хапсвара. Аретема хапсва института же их мрукшер халамгар халамшевер и сахмадзбар яба збатхо. Доктор филологических наук Владимир Зонтарь отметил, тема Апсуара и абхазского языка – одна из самых важных в государстве. Современный мир и глобализация сегодня угрожают главным ориентирам и ценностям абхазского народа. Главная цель, убежден Зонтарь, – сохранить традиции, язык и культуру. Рхаагара хахдыррашка идырцысует агушанцарат импульсква
идырҿыхоит ахеиқәырхаратә цәалашәарақәа. Абарҭқәа хәшәыс ирымоузеи ҳәа азҵаара цәырымҵыр ауам. Еиқәырхашьас ирымоузеи ҳбызшәа, ҳкультура, ҳҭоурых, хдырра, ҳқьабзи, ҳҵаси, ҳжәытәи, ҳҿатәи реиҿыбаарсҭаҿы ииз амилаҭ ҟазшьа. Ҳәарас иҭахузеи аамҭа ирџьбараӡаны ҩаԥхьа ҳҿаԥхьа иқәнаргыло азҵаарақәа ркомплекс аԥыртларсҭеи, аиқәҳәаларсҭеи, ахьаҳаԥшааша зегьы раԥхьаӡагьы соционормативтә системак аҳасабала шәышықәсала иҿиоз, изызҳауаз, ахҭысқәа игәылдыршәаз аԥсуара аҿы ауп. Глава Совета старейшин Очимчерского района Аполлон Дума отметил, родной язык и любовь к родине неразрывно переплетены. Но время вносит свои коррективы. Сохранение языка и традиций народа он также считает приоритетным. حبزشان حرز ناس يجيب سم ميلاد خود حرد بسكلا حمد شجوا بسكلا خمي بحم جوا هنا أحسا ناس يا حوزيجي أحسا حوزيجي وعنزيجي أجاباز بحوزيجي أتزيجي توب يانكو يخاب سنة يود إلى خبشرك حمو يزق أملاري مشبجك إخزنك أو زرقي أبسوري أبري حميلات تزقوا يرزقنا أدلي خبشرجة أندر تركوا أحرق الصوت أبرت أدلي خبشرة أنا بخجت شرخ أبري بتسرقنا Тали Джапуа, которая несколько лет была председателем Государственной комиссии по реализации программы развития абхазского языка, отметила, что долгое время проблема языка остается нерешенной в нашем государстве. Причем актуализируют эту тему ученые, лингвисты и филологи, которые так владеют языком и делают все возможное, чтобы сохранить родную речь. Ҳаԥсуа интеллигенциа аԥсуара зызхыз ҭиуаз, зыԥсыз ҭиуаз, зыԥсҭазаара зегь уи иахҭнызҵаз рыхшара аӡәык-ҩыџьак рыда абарҭ апроблемақәа зныкыр ирылацәажәо џьаракыр ижәбахьома, ишәаҳахьома. Иарбанзаалакгьы милаҭны иҟазҵо аинтеллигенциа раԥхьа игылоуп ҳамҳәеи. Ихадароу ҳара ҳаинтеллигенциаҿы ахәы зҳәоз ауаа ирааӡаз, ирхылҵыз иахьа ҳмилаҭ проблемақәа иабанӡарыдгыло. Сара исҳәаӡом аԥсуа бызшәа ҭҵаара иаҿызааит ҳәа, мамоу, аха амилаҭтә культура, абызшәа аларҿиара, диуристума, динџьнырума, дпарламент аҿы дтәоума, дминиструма, дызусзаалакгьы, убарҭ зегьы ҳажәлар ирылҵыз рами, иац ақыҭаҿынтәи иааиз роума, мамоу. Убарҭ зегьы абарҭ апроблемақәа ирызхәыцуа иҟазҵо, ирзымхәыцуа иҟазҵеи. Сара иахьеиуахеи абри азҵаара саҿуижьҭеи акыр шықәса ҵуеит, са сыззааиз алкаак шәасҳәар сҭахуп. Ақалақьаҿы иҳамоу иреиӷьу, иҳалҵыз, ақалақьаҿ иааины аусура иалагоит, рыхшара абри ирааӡоит. Ақалақь школқәа ирҭоуп. Ақалақь школқәа рҿы ишԥаҟоу ҳбызшәа зҵаара? Иабанӡараҳҭо ҳмилаҭтә ҵасқәа, ҳмилаҭтә қьабз, ҳмилаҭ агәыбылра, ҳбызшәа агәыбылра агьама рыбз иабанӡақәо ҳабызшәа агьама. Решение языковой проблемы Тали Джапуа видит в работе с детьми, а именно усиленное обучение дошколят и школьников родному языку и традициям. Только тогда, считает филолог, мы можем думать и надеяться на светлое будущее нашей страны. Программа пацана. Абри программа уажәшьҭа жәашықәса сҭахыҵуеит. Ҩныҵҟа жәаф шықәса нахыс аус адулара ҳаҿын аԥсуа ҳәынҭқарратә комитет
абызшәак комитет аҟны бюджет иалаҵаны абызшәак комитет ала иҳашьҭит избан акәзар иахьа школ аус зуа школ уналаԥаланы уи сыԥсахуеит ани сыԥсахуеит ҳәа уалагар уи џьаргьы иҟарҵаӡом адунеиаҿ ус иҟаӡам иадгылеит акомитет абюджет иалаҳҵеит хышықәса ус аауеит ҩажәижәа хьыӡҳәала арҵагақәа аԥҵаны еиҭагатәыз еиҭаганы иҟаҵаны ишьҭаҳҵеит уажәшьҭа программа ҟашәҵар ҳәа программа ҟаҵаны ианнаҳгоз аилаҩлас ааҟалан аҳәынҭқарра даҽа џьоукы дарҿиааит хышықәса ҵуеит зышәҳаламгылаз еиҳабык дыҟаӡам апарламент апрезидент апремьер аминистр абри хышықәса ҵуеит абюджет иалаӡамкәа ус ишьҭоуп абри апрограмма ҩышықәса иаԥхьа еиқәын аминистр аҵыхәтәан сақәшаҳаҭуп ҳәа ҳаиҳәон аҵыхәтәан ҳаннеи исыздырам хыхьынтәи аӡә деизасны иеиҳәо иара иӡбо исзеилымкааӡеит ҳәа ҳаиҳәеит сымацара сыҟазар сыгәра ргаӡомызт ауаа сыцын ҳнеины абри уажәшьҭа абиуџьет иалаҵатәуп апарламент ахь иаҳгоит анысҳәа анаҳҳәа исзеилымкааӡеит иҳәеит ҩышықәса апапка иаԥхьоз заԥхьа иқәыз иарҳәазар акәхап ҳзадгылаӡом иҟашәымҵан сара исҳәаӡом ари апрограмма акәӡам уи апрограмма ргәамԥхаӡеит иаҳҳәап сақәшаҳаҭуп анаҩстәи шәара еиқәшәыршәа даҽа гәыԥка иҿышәкаа еиқәшәыршәа апрограмма ҿыц аха иҟашәҵа аԥсуа школ. На тему сохранения апсуара и абхазского языка высказались старейшины, лингвисты, филологи и политики. По окончании дискуссии было принято решение чаще собираться, обсуждать и находить решение данной проблемы совместно. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абазатовая. В Абхазском государственном университете состоялось расширенное заседание лингвистического центра, главная цель которого – развитие абхазского языка с использованием современных информационных технологий. Когда вводить данные на абхазском языке, надо было, значит, средства данных тоже заставить понимать абхазский язык, да, были работы, связанные с тем, чтобы кодировка уйти, значит, уникодовская, чтобы заработала, чтобы она адекватно воспринималась как по содержанию, так и по интерфейсу. В общем, успехи есть какие-то. Ну, что еще продемонстрировать? То есть, действительно, мы можем хранить данные, касающиеся студентов, вот, касающиеся абитуриентов, да? Ну, также надо было продумать, это назад вернуть, значит, как в базе хранить на русском, на абхазском языке направление обучения. Значит, дисциплины, для этого пришлось обратиться к филологам, приемных комиссий, чтобы у нас были. Что еще? Созданы шаблоны, по которым возможно, значит, автоматизация переноса информации, ну, шаблон продемонстрировать, да? Руководитель центра Джульетта Адлейба рассказала собравшимся о проделанной работе. В частности, отдел лингвистики занимается проектами, связанными с изучением и внедрением стандартов и методик обучения абхазскому языку. В завершении заседания она зачитала обращение к президенту Абхазии. Президент Бжаня Слан Гяргипа Абысша Амилата суверенитет Акзара Ахдырра Ирсинглову. Абсобысша Псдапанкара Конституции Шахой, Панкара Бысшавизла Буала, а функция Панхар Канина Нагдзалава. Абрих Шсюзи Штратана, обступя Панкара университета Джиечкау, а лингвистика и информация Харкова, центр Абшгарала, университета профессора Рджевади Лазара, Абсуат Цара Дыр института Русуица Цайча, Академии Язана Гоцарауа, Абсобысша Арцара методика знапала позидеет с чаками сгвахту, Хастагылова, Тазапсны, Хацанапо, Аважна Рустаза Араган позигерча, Панкара Бысша, Абсобысша Ахарпара Дариш Сычхаз. Ария шартара дует энергилы Бысшагир, Ас Шихойца, Харин Габа шартара энергилы Панкара Хатагем. Панкара Ретагала защити Далахшин Зиштранамтар, Хабысша Ярлас на официала Инна Гдзалаша функция Курнайсен, и Ракас Шахадын Абжабна Пстаза, Рачияму коммуникатив функции Гячудзуй. Арцара министра Яма до Бысша политика административ Бохта, имя Ктаговус Хпа, а Бысша Цара Позигязыц Буикам, еще Кылас Бысша Тагала Заши Дарья, Хиодею Хазихяна.
Абсолютно сейчас зарабу масштабный, что нервно шагу на обснутых анкарат университета, чешуксы капка, имя вказа лингвистика, информацию харпага, центр обшгарала, а зепшнила лингвистика формача. Уя из речи штыхан, а концепция абсолютно чай пархаразы, арчаразы, абсолютно анкара, а узбарта позигерша харпаразы. А концепция проекта изыщтен абсолютно президент. Я хочу, чтобы святогала зачем разрахом подам чидалх на хабхадзой, и шаг на парапахзой, абснахадалам гала, абсшоустахагаларц, абсшоздара позмадузи гермчи бытана, руалпше, анадзара, аларшараза. Обрезы, чидал абснахадкара президента хабхадзой талагалажа, абснахадкара президента чиапцахарц, ахайлак, абсобызшазы, а ревиза пыша игертатула курчы, я агосар урстула Федерация президент Владимир Владимирович Путин и напаца Шокович, яра структура, абаси Шокургыланы, лымкала, ядгалату, ацарава, налацана. А проект Ахелак, абсобызшазы, абснапынкара, а президентича. Ахелак хукка хадасяму абсобызшей курхари, арчерей, афынкар бызша хасабыла харкури, и рысту, аустык зерпа, система, айчгари, ахлыршкой. Ахелак аструк абцахой, абснапынкара, а президент Икзарова. Ахелак структура яму абри, ахада отцаве. Ахелак президиум, жюк рейцамка хара, таглазаша зипшруала, жюк отцавича, рейцамка. Ахелак яла позевюк отцавича, ацарадырча, арцавича, рейцамка. Ахелак ачаус бартапа, реймедерет, комиссияка. Ахелак ял ходят царадыры, арцарейз напала гуацарава, рзепший зарачек на быштахрала. Ахелак яла хуацарава арсейша пирухойта президент Икцарала. Ахелак президиум ахял хуйта царава, ахелак яла хурейциц барала. Ахелак президиум яла хуацарава арсейша пирухойта президент Икцарала. Ахелак ахадат дал хуйт, ахелак президиум яла хурейциц барала. А узбарта хорейма дерет комиссия курахял хуйта царава, ахелак яла ху рабшгарала. А узбарта хорейма дерет комиссия курахял президент Икцарала. Ахелак я узбарта хорейма дерет комиссия пирила хуйта царава, а лингвистра, а литература дерюча, а абсобызшая литература рыцарича, а литература музей порнопухача, а школича, а тежюча, а иди азбазача. Абсолютно захелак абснаханкара президента Джалымкала, аханкара хада и напаца поехал. Ахелак абсшазара порызберезнапен вайчкара по консультации разобраться развалу и злшо координация печкару. Ахелак валны яду, абсолютно шейкурхаразы, арчеразы, аргаларызы, аханкара имя многополитика папцара, абсшазаханкара махтапа, авадлара пилазарака, а культура и оказали царадыры, арцара системы и Гертела Зарабы, Рамиравцара. Абсолютно захелак абснаханкара президента Джо, а функция. Абснаханкара и хазанабой, абснантыцей, абсолютно шейкурхарази, арчерази, харпорази, абсшазаханкара имя многополитика яца на когосх порхархарта порал, хрирымиркарей и рызку аздараба, абсна президента Джо, Риштухра. Ахунткар рамах такой, авадлара пила зарабы, а культуре оказали русские, а цара дыррей, арцарей, и гертечка арабы, абзжа аджарей, отгалары русасы, рус аймадара. Абснаханкар и хатили кой абснантыци абсубызжей, курхари арчаре харкури рыско, программа кой, а проект кой, рымир гаша, рхатапзера батара, а усурей прозазнейшо коралапшара, рхапцара. Ахела каша кургала русасы, центр русуча, абрюиза схема Ганагара Хаму. Арестарат збатыха дадзина хчап хизлак пиловала, да рапаратахцой, абснаханкара президент ех, збшрабам заква, абхера дахацкала. Премьера документального фильма «Поиск» режиссера Дмитрия Статейнова, посвященного поискам родственников пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны из Абхазии, узников фашистских концлагерей, прошла в четверг на российском телеканале НТВ. Исходя из данных редакции НТВ, фильм посмотрело более 36 тысяч человек. По словам режиссера фильма «Поиск» Дмитрия Статейнова, в данное время ведутся переговоры о показе фильма на различных российских площадках. Уже есть договоренности о показе фильма
фильма в Москве на 2 площадках. Фильм хорошо воспринимается аудиторией. После его показа в Питере у нас попросили разрешения на его показ в одном из вузов. Причем речь идет не об одном показе, а о нескольких, отметил режиссер. Документальный фильм «Поиск» снят при финансовой поддержке правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты Абхазии, при материально-технической поддержке Министерства обороны Республики в рамках международного военно-мемориального проекта «Возвращение имени». Работа над фильмом длилась с 2018 по 2021 год. В Абхазской государственной филармонии с успехом состоялся сольный концерт выпускника музучилища Адама Габелия, класс педагога народной артистки республики Нинель Бжания. В концерте приняли участие Государственный камерный оркестр Абхазии, главный дирижер, народный артист Давид Терзян, Государственный симфонический оркестр республики, лауреат международных конкурсов Мария Эмилия Терзян-Хагба. Московскому детскому ансамблю «Амцебс» под руководством хореографа Лаши Марухба в этом году исполняется 5 лет. Детский хореографический коллектив был создан в конце 2012-го при поддержке московской абхазской диаспоры. С 2014 года активно принимает участие в различных международных фестивалях и концертах. Сегодня в ансамбле занимаются до 70 детей. Все они московские школьники. Помимо абхазов в нем танцуют армяне, азербайджанцы, дагестанцы, русские, ингуши. В репертуаре юных артистов абхазские танцы и танцы народов Кавказа. В марте этого года при ансамбле открылась и студия по изучению абхазского языка. 28 мая в Москве в концертном зале Music Hall состоялся юбилейный концерт ансамбля. Юбилейный концерт ансамбля «Амцебс» смотрите в нашем субботнем эфире. Туризм и рейтинги. Гагра вошла в список самых популярных направлений для российских туристов, путешествующих на машинах, сообщает сайт Твил.ру. В рейтинге абхазский курорт занял 6-е место. Более высокие позиции заняли Сочи, Санкт-Петербург, Феодосия, Казань и Москва. Сейчас о погоде в Абхазии. В пятницу 24 июня в республике облачно с прояснениями. Ночью и утром местами возможен слабый дождь, туман. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью от 14 до 19, днем от 21 до 26 градусов. Температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен, но хочу отметить, что эта неделя является знаковой в вещании Абаза ТВ. В это воскресенье, 26 июня, завершается 15-летний цикл нашего вещания. И, конечно, до встречи в эфире.